Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Оставаясь дома во время пандемии коронавируса, можно не только изучить собственную генеалогию, но и провести глубокое историческое исследование. Все, что для этого нужно – мотивация и доступ в интернет. Как правильно использовать цифровые источники информации, писать запросы в архивы, с чего начинать и что делать, если поиски застопорились. Об этом сегодня спросим у эксперта. Гостья нашей программы – это юрист, автор проекта «Родословная с нуля. Опыт юриста» Ирина Бивол. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Скажите, почему, на ваш взгляд, сейчас такой большой интерес к изучению генеалогии, помимо того, что у людей, в принципе, появилось больше свободного времени в связи с пандемией? Я думаю, что пандемия здесь, конечно, важный фактор, но далеко не единственный. И этот интерес, он зрел очень долго, на протяжении нескольких последних лет. И полагаю, что активное интернет-сообщество и соцсети сыграли в этом немалую роль, поскольку все больше людей не просто ищет, но и делится своими поисковыми успехами, рассказывает о том, как получить те или иные архивные документы. И, безусловно, это разодоривает интерес, и все больше людей пробуют именно самостоятельный поиск. Все больше людей включается в этот процесс. Ну вот решил человек изучить историю своей семьи. С чего нужно начинать изучать свою родословную? Эти шаги, они простые, если даже не сказать примитивны, но именно из-за кажущейся своей простоты они откладываются на долгие годы. То, что нужно сделать обязательно прямо сейчас, это поговорить с пожилыми родственниками, начать с наиболее старших представителей вашего рода, обязательно записать эту беседу, имеется в виду запись как на лист бумаги, в блокнот, да, так и одновременно пишем на диктофон, либо на камеру, фиксируем нашу беседу, потому что какие-то детали обязательно забудутся, важно переслушать, восстановить в памяти то, что было произнесено. Кроме того, мы забираемся на антресоли, достаем пыльные коробки, изучаем внимательно содержимое старых семейных альбомов. Причем смотрим уже не только сами снимки, но и обязательно их переворачиваем, изучаем, что же там написано с обратной стороны. И то, что может храниться прямо у вас дома, оно порой поражает. И это то, чего нет ни в одном архиве. При этом очень часто люди думают, что поиск генеалогии – это чисто архивный поиск, что далеко не правда. После того, как изучены документы, доступные, находящиеся у вас под рукой, опрошенные родственники, уже не только пожилые, но и все подряд. Это не преувеличение. Чем больше будет таких бесед, тем лучше. Можно переходить к поиску по открытым базам данных в интернете. И следующим шагом уже идти в архивы. Ну вот кроме разговоров и поисков в домашних условиях, к каким еще источникам можно обращаться? Таких источников, если мы говорим про сайты, про открытые базы данных, их все больше с каждым днем, и информация там дополняется. Поэтому, если вы уже изучили, допустим, широко известные сайты для поиска воевавших, пропавших без вести в ходе Великой Отечественной войны, «Память народа», ОБД «Мемориал», нужно регулярно возвращаться на эти платформы и проверять поиск по тем даже людям, по которым была доступна информация, потому что стараются обновлять ее, особенно к годовщинам Победы, выкладывают новые документы. И таким образом вы можете существенно пополнить копилку своих архивных документов. Вот про эти две базы говорю как пример. Их гораздо больше. Есть источники для поиска репрессированных. Как правило, нет семей на территории постсоветской, кто бы не столкнулся с репрессиями. И базы по поиску воевавших в годы Первой мировой войны и много чего другого. Постоянно появляются новые базы. Нужно мониторить.
Ну, вот из вашего опыта, можно ли все-таки всю интересующую информацию узнать в интернете, или все-таки без походов в государственные архивы или органы ЗАГСа не обойтись? Вот тут важно определиться, что мы имеем в виду под всей информацией. Думаю, что для каждого из людей это будет очень разный объем сведений. Кому-то, в общем, достаточно разговоров с бабушкой, и на этом человек успокоится, и даже не перечитает документы, которые у этой бабушки сохранились. А здесь именно отталкиваемся от поискового интереса, от того, насколько далеко вы готовы зайти. Безусловно, в открытых базах данных ценные сведения размещены, и они очень часто помогают установить, уточнить те сведения, которые вам передали устно ваши родственники. Но говорить о том, что у нас полностью оцифрованы все архивы, нет, к сожалению, этого нет, и вряд ли это когда-нибудь будет. Поэтому те исследователи, которые обнаруживают в себе большой интерес к семейному прошлому, рано или поздно приходят к тому, что им необходимо обратиться в архив. И неважно, придут ли они в читальный зал непосредственно поработать, либо выберут переписку с архивом, как это делаю я. То есть пути могут быть разные. Очень много людей в последнее время ищут своих предков, погибших или без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны. Как правильно вести поиски в документах именно этого периода времени? Если мы говорим про открытые базы данных, я их выше назвала и по ним, в общем, приводила свои примеры. Важно понимать, что и документооборот велся несколько иначе, чем сейчас. В том числе это связано с неразберихой, с сумятицей, которую привнесла война. В документах масса ошибок, поэтому мы перебираем все возможные варианты написания фамилий, имен, отчеств. Мы нарочно коверкаем имена, чтобы не просмотреть своих. Если мы ищем тех, кто пропал без вести, мы обязательно обращаем внимание на пленных, допустим, потому что там можно обнаружить своих родственников. Я не считаю себя большим специалистом именно в военном поиске, и хотела бы рекомендовать обратиться к такому образовательному проекту, частью которого я являюсь, это Генэкспо, и особенно обратить внимание на фестиваль «Все грани памяти», который проходил в майские праздники в 2020 году. Записи этого фестиваля трехдневного, они есть в свободном доступе. И там выступали именно специалисты по военному поиску, которые очень много интересных раскрывали поисковых путей и объясняли, как вести такой поиск. И по мотивам этого фестиваля, кстати, весной выйдет альманах замечательный, в котором будет еще и в текстовом виде представлены рекомендации. Поэтому от души советую следить за этим образовательным проектом. Вы упомянули о том, что ведете переписку с архивом. Откройте секрет, как правильно оформлять запросы, чтобы они не остались без ответа. Здесь мы отталкиваемся от того, что архив или любое другое государственное учреждение, в которое мы обращаемся, это некая структурная единица большой государственной машины. Соответственно, наша переписка должна быть официальной прежде всего. Мы выбираем такой сдержанный тон, подбираем слова, которые не будет в них какого-то понебратства, больших эмоций. Даже если вы рассказываете эмоциональную семейную историю, то нужно сделать лаконично, сухо, кратко. И мы опираемся на факты. Факты — это цифры. Мы сообщаем известные даты, имена, фамилии, места, где проживали ваши предки. Мы максимально конкретизируем наш запрос. Мы не можем просить в одном ответе сообщить всю семейную историю по конкретной фамилии. Такой запрос вряд ли может быть исполнимым. Скорее, это та история, когда мы отталкиваемся от конкретного события, допустим, факта репрессии, и просим выдать материалы на репрессированного и реабилитированного родственника.
сообщая ту информацию, которая нам известна. Когда человек, допустим, арестован, когда он был расстрелян, или какими-то иными штрихами дорисовывая вот эту картинку, которую мы имеем. А также имеет смысл погрузиться в нормы права, хотя бы основные, посмотреть, что требуется от заявителя в рамках закона о рассмотрении обращений граждан, посмотреть, какие нормы содержатся в законе об архивном деле. Не нужно этого бояться, они написаны доступно, это не те нормативные акты, в которых человек утонет, незнакомый с юриспруденцией. Но так вы будете чувствовать себя увереннее и сможете, в случае, если госорган начнет юлить или что-то не договаривать, сможете вовремя эту ситуацию разглядеть и скорректировать свою линию поведения поисковую. Иногда это необходимо делать, чтобы получить находку. Опять же, поделитесь, пожалуйста, опытом, что делать, если возникла ситуация, когда поиски не дают никаких результатов. Вот у этой ситуации могут быть очень разные причины. Мы понимаем, что разная сохранность архивов, допустим, это зависит от региона, где жили ваши родственники. Если мы вспомним сложную историю того же 20 века, многочисленные войны, которые были беспощадны не только к людям, но и к документам, конечно же, это отразится на качестве исследований. В какой-то момент, это может быть даже середина 20 века, либо начала 20 века, вы поймете, что по конкретной ветке, по конкретной фамилии возник тупик. Но бывают и ситуации, когда мы субъективно воспринимаем это как тупик, нам кажется, что больше ничего здесь не сделать, но на самом деле мы не видим всей картинки. И здесь помогает погружение в тему, изучение каких-то особенностей поиска. Здесь помогает увидеть чужой опыт. И соцсети, кстати, очень помогают. Именно то, с чего я начала, да, свою беседу, что все больше людей делятся своими находками, и можно подсмотреть, как человек действовал в той или иной ситуации, увидеть что-то похожее и попробовать повторить. И это очень часто срабатывает. То есть не нужно думать, что вы единственный, кто этим занимается, кто сталкивался с подобными трудностями. Будьте вот в этом поле людей, которые занимаются тем же, и не бойтесь задавать вопросы, обязательно появятся ответы, как действовать дальше. Когда я готовился к нашей беседе, я изучил этот вопрос в интернете, я обнаружил, что там очень много специалистов, или так называемых специалистов, не знаю, которые за оплату предлагают полностью составить вашу родословную. Стоит ли доверять таким людям? Здесь, опять же, что есть полностью составить. Да? Если мы находим предложение с обещаниями найти предков, которые жили во времена Рюриковичей, пожалуй, стоит усомниться. Я, к сожалению, опять, наверное, вынуждена повториться, либо поделюсь своим опытом и мнением. Очень удобно то, что сейчас все больше специалистов открыты и рассказывают про свою деятельность, и они доступны для общения именно благодаря соцсетям и интернет-проектам, которые возникают вокруг генеалогии. Вот тоже сообщество Генэкспо, о котором я выше уже сказала. Когда человек открыто рассказывает о том, что он делает, когда он показывает какие-то исследования, когда к нему можно обратиться с вопросом, здесь уже возникает и момент доверия, кому-то мы больше расположены, кто-то меньше нам нравится. И на такие вещи тоже стоит обращать внимание, поскольку вы будете передавать сведения о самом сокровенном, ваши семейные какие-то тайны, подробности, которые не каждому расскажешь. И, соответственно, если человек на виду, если он вам симпатичен, если вы читаете отзывы разных людей о его деятельности, пожалуй,
тут вариантов проколоться и попасть к мошеннику, они очень снижаются, да. Соответственно, я бы не советовала, набрав такой запрос в поисковике, по первой попавшейся ссылке переходить и куда-то переводить деньги. Все же тут стоит проявить терпение или даже мудрость какую-то и понаблюдать за конкретным специалистом, посмотреть, что он в сети рассказывает про себя, какие у него есть публикации. Может быть, он лекции читал на том же Геневского, вы сможете посмотреть и оценить уровень знаний этого человека. Не говорит он откровенных глупостей, да, если совсем просто. И уже тогда делать выбор. Но в целом, если это не какие-то заоблачные обещания, и речь идет о поиске в пределах 100-200 лет, то это более реально, да, опять же, понимаем, по разным регионам разная сохранность, но здесь уже больше вероятность, что вы действительно получите исследования качественные. А какие еще советы и пожелания вы можете дать нашим телезрителям, желающим начать поиски своих предков самостоятельно? Если у вас есть желание начать, то, пожалуйста, не затягивайте с этим, потому что, как правило, люди очень долго раскачиваются, и чем больше проходит лет с момента, когда зародилось это желание в душе, и до момента, когда человек пришел к бабушке поговорить, тем больше он потом жалеет о потраченных годах и очень разочарован тем, что поздно взялся за ум, так скажем. Поэтому делайте какие-то первые поисковые шаги по мере силы возможностей. Если вас этот процесс затянет, вы обретете очень интересное хобби на всю жизнь, потому что поиск — это та история, где невозможно поставить точку. Вы будете все время погружаться в какие-то узкие темы, досконально их изучать. Вы очень хорошо поймете логику и ход событий одной истории, страны, и какую-то литературу изучите оттуда, которые раньше не доходили руки, в том числе художественную. Генеалогия очень по многим областям знаний вас прокачает. Поэтому, если душа к этому лежит, просто попробуйте и начните. Ирина, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. До свидания, спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». Как изучать свою родословную, мы говорили с нашим гостем. Это юрист, автор проекта «Родословная с нуля. Опыт юриста» Ирина Бивол. Берегите себя и своих близких, носите маски, соблюдайте дистанцию в общественных местах и дезинфицируйте руки. До встречи в эфире.